Всем привет, друзья! Последний день июля на календаре. Вот такая вот прекрасная погода. Кто-то косит, кто-то уже заготовил сено. Ну а мы сегодняшний день решили посвятить сборке ягод, а именно красной смородине. Красная смородина у нас уже, как мы видим, вот созрела. Народ ее начал дербанить уже недели две назад. Перемешку с белой. Ну, как мы сейчас вот видим, она уже практически созрела полностью. Вот. И то вот есть еще немного, вот парочка незрелых. Ну, единицы незрелого есть, но в основном уже вся ягода уже красная. Немножко вот еще розовый есть. Как бы еще, в принципе, еще, ну, дней 5 хотя бы можно. Вон, видим уток. Не знаю, берет, не берет. Мама утка и где-то штук 8, 9, 10, наверное, утят. Вот стайкой плывут они. Отплыли от этого берега и туда ушли. Нас услышали, видать, я поздно заметил. Скорее всего, судя по мамке, это крахолята. Вот они с этого берега прямо туда переплыли, на безопасный берег. Ну что, начинаем сбор ягод. Самое интересное, в огороде у меня растет черная смородина и красная смородина. Два куста. Один здоровенный куст, дичка, и один куст красной смородины культурной. Ягод я там еще не видел. Только успевают созревать, сороки все склевывают. Сеткой не это дело. Черную, главное, нет, а именно красную. А на дикой природе, вон в кустах, ее валом. Вот наша Джесси. Радостная, то, что ее выпустили погулять. Отрывается по полной. Мама Валя там тоже ищет ягоды. Не знаю, что ищет. Вот прямо возле дороги куст. И мы его, конечно же, оставлять не будем. Соберем в первую очередь, потом поедем дальше. Выехали сегодня на нашей Нивушке, потому что на машине можно доехать вплотную к кустам, а на лодке спуститься к берегу, потом от берега тоже подниматься. Ладно, хорош болтать. Пошли, Джесси, собирать ягоды. Есть, но они, видать, собирали выборочно, потому что ягода еще недозрелая была. И как бы сейчас тоже немножко еще розовых, белых ягод есть. Но все равно красненькую немножко соберем здесь для начала, а потом уж поедем дальше. О, гроза, что ли? Вчера целый день грохотало. Собирались на рыбалку ехать с племянником, с Ромкой, на лесную речку. Но посмотрели прогнозы и испугались. Целый день ходили тучи слева, справа, гроза, гром. И в итоге ни одной капли, ну, пару капель выпало и все. Хотя рисовало 4. Ну, если бы мы поехали, возможно, мочило, потому что там, куда мы ехали, просто темень была, и грозовые тучи проходили. Гроза, молния. Вот такая вот красота. Даже сейчас вот немного рановато. Как бы очень много, не очень много, но есть вот немножко белых, зеленых ягод. А народ ее начал собирать уже 2 недели назад. Что там было собирать? Там пару розовых ягод было и все. Вот даже сейчас как бы гроздью еще никак собирать, надо выбирать, потому что в перемешку попадают зеленые и даже есть белые ягоды. Ягода есть, ягода с гроздями. Ягода только немножко мелковатая, так что здесь мы возле дороги сейчас первый куст обдерем немножко и потом поедем дальше. Начало есть. Ну что, первый кустик собрали, обклевали. Есть еще красная, есть еще белая, так что гроздями собирать не получается, приходится тоже выбирать. Вот. Дно ведерочка закрыли. А то поехали дальше. Может, там более-менее. Хотя не знаю, если сейчас поедем туда, куда я собираюсь, и здесь как бы куст на открытом месте,
Там кусты у нас вот таких вот зарослях. И если она будет такой же незрелой, как здесь, что приходится выбирать, то на сегодня это пока оставим. Тем более, что кругом вот так вот громыхает, гроза, кругом ходят тучи. Будем надеяться, что все будет хорошо. Приехали на новое место. Сейчас посмотрим. Прошлый год как-то я сюда заходил. Прошлый, позапрошлый на сенокосе. Вот, скоро нас ждет вот этот сенокос. И сюда я заходил, и смородина была. Вижу, что здесь пока еще никто не ходил. Не натоптано. Но смородины пока не вижу. Вот одиночные ягодки. О, носилки чьи-то все носить. Вот такие вот в копьешку втыкают и носят. Да, здесь на закрытых местах что-то не густо. Одинокие ягодки и все. И то, как мы видим, если на открытом месте они созрели, здесь они еще розовые, белые. Зрелых ягод маловато будет, маловато. То, что красные, тоже немного. Ну что, поищем. Дай бог что-нибудь да найдем. Вот это, вот такой сбор мне не нравится. Это поодиночке собирать. Вот есть, да, видать, от сорта зависит. Некоторые кусты созревшие ягоды, но мелкие и одиночные, без гроздев. Вот. Вот такая вот мелочевка. В принципе, она уже местами созрела, но это не то. Это не то пальто. В общем, будем искать более-менее достойные кусты. Найдем — хорошо. Не найдем, оставим это дело дней на 10, чтобы немножко еще дозрело. И поедем на наши места возле реки Печора, где мы постоянно собираем. Это надо будет ехать на лодке. Будем совмещать полезное с приятным. И рыбалку, и ягоды, и все такое. И пока соберем то, что видим. Вот этот кустик уже более-менее нравится. Вот так вот, если присесть, то хорошо видно, что ягода созрела вся. И можно так вот просто гроздями собирать. Ягода есть, ягода не мелкая, средняя. И самое главное, не надо выбирать. Если там мы вот с грозди выбирали, там одну-две ягодки, то здесь просто вот так вот можно гроздями просто собирать и кидать в ведро. Тем временем черная туча у нас приближается, гремит. Не знаю, сколько нам даст пособирать, но сколько даст, пособираем. По крайней мере, на кастрюлю морса уже собрали, на 2 даже. А запас будем делать чуть позже. Морс с красной смородины получается обалденный, вкусный, полезный. Так что сколько успеем, столько и насобираем витаминчиков на долгую северную зиму. Вон. Красота. Да, Джесси? Красота вот такая вот. Вот такая вот красота. Вот такая красота. Вот такая красота. Красота? Я тоже так думаю. Ну, я так думаю, пол-ведерочка, если дождя не будет, мы здесь насобираем. Погнали. Когда не надо выбирать подряд, все собираешь, дело намного быстрее происходит.
Пусть даже она немножко местами мелковатая, но какая разница. Это же ягода, она уже созрела. И морс получится совершенно одинакового вкуса, что с крупной ягодой, что с средней, что с мелкой. Так что, не выбирая, собираем гроздями все подряд. Наш северный красный виноград. Я так думаю, он не то чтобы менее полезный, а мне кажется, даже более полезный, чем южный виноград. Наше северное лето короткое, но наши ягоды созревать успевают. И это хорошо. И это просто здорово. Созрела у нас уже морожка. Ну, морожку, честно сказать, я небольшой любитель собирать. Хотя, если есть она и собирать на продажу, то можно даже и денег заработать. 900 рублей литр, что ли, стоит, говорят уже. Но если я соберу, я никогда ее в жизни не продам, потому что это адский труд. В жару, на болоте, с мошкарой, с комарами, с медведями. Приятного мало. Тут все-таки как-никак луга, и как-никак это дело происходит немножко быстрее, когда ягода есть и собираешь ее гроздями. Вот. Поспела уже черника. Ну, не совсем еще. Народ уже начал собирать ее красную. Мы, наверное, недельку-две еще подождем, когда она уже нальется соком, и тогда уже будем собирать чернику. Пока у нас смородина, пока красная. Будет шиповник, как мы видим, шиповник еще зеленый. Но это уже оставим на сентябрь. GoPro стоп видео. Приезжаю вдоль кустов, смотрю, что-то краснеет. Вот такая вот красота. Кустик небольшой, ягода не крупная, но главное созревшая. Вот-вот-вот, и немножечко можно будет здесь собрать. Вот там кусты далеки вижу. Вот кустик. В общем, потихонечку, чуть не сказал, улов растет. Вот. Литра 2 уже собрали, 2,5 может быть. Ну, темень надвигается, грохот надвигается. Не знаю, сколько успеем, столько успеем. Значит, это наше. Остальное соберем позже. Поехали. Когда ягода зрелая, красота, вот так вот соберешь, и пофиг, мелкая, крупная. Прямо над ведром собираешь и туда. Как комбайн получается. Не надо сортировать, ничего, вот так вот. Раз, и прямо туда, даже в горсть не надо собирать. Прямо сыпется ведро и все. Раньше в детстве, помню, с родителями пойдем собирать ягоды. Давали бидончик, там 2-литровый, потом 3-литровый. Ну, чтобы был стимул. Типа, чем быстрее соберешь, тем быстрее ты свободен, там купаться пойдешь. У них там у кого 5-литровые ведра, у кого 8-литровые ведра. Ох, как я ненавидел раньше собирать эту ягоду, кто бы знал. Это же надо по одному собирать. Это 2-литровый бетон кидать. Потом, если ягода вкусная, красную-то не ела. Черная, если вкусная, что собрал, то и кушаешь обратно. Ну, мелкий не понимал тогда, что это надо. Что с этого варенья мама сделает потом. С этих ягод или варенье. Почему-то... тогда не было морозильных камер, наверное. Мы не замораживали раньше. Сейчас ягода у нас идет в основном на заморозку. И потом зимой достанем пакетики, сварим сразу ни много ни мало 8-литровую кастрюлю морса. И этого нам хватает, если зимой, то дней на 5. Ну, если летом, бывает, и за день выпиваем, когда в жару.
Морс идет на ура. Не читая этим всяким магазинским соком, всяким напиткам там газированным, этой химией. Это натурпродукт. Полезно, вкусно, красиво. Так что сколько успеем по возможности. Только прошлый год у нас в принципе хватило до нового сезона. У нас даже 2-3 пакетика еще прошлогодних ягод еще есть, наверное. Черной смородины, красной. Всяких ягод прошлый год пособирал понемножку. И красная, и черная была. И брусника, и клюква, и черника. Всего понемножку успели собрать. В этом сезоне, дай бог здоровья, тоже сколько успеем, столько соберем. GoPro стоп видео. Поднялся ветер. Раскаты грома все ближе и ближе. Вот она уже, туча над Печорой. Ну, пока еще не поливает. Собираем до последнего. Если что, вот Нивушка рядом. Забежим. От дождя она спасет точно, но от удара молнии прячься, не прячься. Если судьбой дано закончить свой путь от удара молнии, хоть как прячься, все равно она тебя настигнет. Так что не вижу смысла прятаться. Единственное, что я знаю, это нельзя стоять под одиноко растущими крупными деревьями. Частенько молния бьет прямо в это дерево, и можно попасть под удар молнии. А так несколько раз уже молния попадал под грозу, молния била как бы рядом, но пока Бог миловал. О, проволоку даже нашел. Вот такую вот проволочку. Проволочка не стальная, проволочка железная, гнется вот хорошо. Так что берем эту проволоку с собой. Ой, чуть не поцарапал. Лакокрасочное покрытие у новой Нивы. Ни одной царапины не было еще у меня. Это, конечно же, шутка. Кто-то с машины пылинки сдувает, катается только по асфальту. Я, как только ее купил, сразу же поехал в лес. И первый же год, первую же осень, она у меня уже была вся поцарапанная. Так что я насчет этих царапин не заморачиваюсь. Главное, чтобы были колеса, ехали ровно, не жевали резину, и двигатель работал хорошо. Ходовая часть и двигатель. А то, что этот шик и блеск, это не знаю, кому как, не по барабану. Ну что, даст нам, нет, добрать ведро. Под ливнем и грозой, конечно же, собирать не будем. Будем полностью сырые, потому что, ну, хорошо, что поехали с утра. Не тянули до обеда. Вчера тоже целый день ждали ливня. Кругом слева, справа, спереди, сзади тучи ходили. А дождя в итоге так и не было. Кругом поливало вчера. И громыхало так же. Видно было, что аж льет с неба, но до нас не дошло. Так что сколько успеем, пособираем. Друзья, обратите внимание, вот здесь луг уже скошенный. А тут на краю, на границе кустов и луга, вот такая вот глубокая яма. Метра 4, наверное, глубиной. Вон туда она идет. По краям вот растет красная смородина. Кусты. Вон, как мы видим, везде она здесь. Вот она, вот. Там вот тоже везде вот она висит. Вопрос.
для чего нужна такая здоровая яма. Объясняю. Раньше заготавливали дресени. Не надо, сейчас ведро уронишь. Сено в стогах. Сухое сено. А в ямах делали силос. Наверное, то сено, которое попало под дождь или невозможно было высушить, они закидывали в такие вот ямы. Не знаю, солили, не солили, технологию не знаю точно, но потом зимой санями привозили вот этот перепревшую траву коровам. И они очень с удовольствием ели ее. Вот. И таких ям по окраинам лугов огромное у нас количество. Ну, штук 30-то точно, наверное, есть, не меньше. Естественно, вот все это уже заросло. Я так думаю, они уже не используются. Так, когда у нас совхозы развалились? Где-то в 90-х годах. Так вот, в 90-х, 80-х годах, когда я принимал еще участие в заготовках сена, мы с ребятами возили на лошадях сено, к стогам подвозили. Тогда уже силос не делали. Получается, это в 60-е, 70-е годы. Вот 50-60 лет вот уже эти ямы не используются. И вот они уже, естественно, зарастают деревьями. Ну и, естественно, кустарниками, которые сейчас мы собираем. Тем временем уже все, пошел дождь. Доболтались. Пока еще ливнем не ливануло, немножко еще соберем, но дождь уже идет. Потому что вот такую вот красоту грех оставлять. Я понимаю, что можно будет приехать еще раз, но это же опять надо будет выделить день для этого. Мы сегодня сколько? Ну, меньше часа. Ну, пусть максимум час с дорогой, наверное, вот мы собираем. Литра 3 уже собрали. Потому что когда после дождя это уже сырая трава, сырые кусты. Ну, не камильфо уже собирать. Пока еще не намочило, но дождь уже пошел. Так что еще пару веток соберем, и то вперед. Когда еще получится у нас выехать за ягодами, не знаю. Ну, надо будет найти время. Потому что, в принципе, эти ягоды можно собирать до самых заморозков. И в сентябре они еще есть, и в августе. Главное не лениться. Без ягод, думаю, мы не останемся. Вот такая красота. Здесь уже все, ягода созрела. Хотя и тоже в тенечке. Видать, от сорта зависит, от кустиков. Так, здесь у нас все. Вот тот кустик еще соберу. Можно будет выдвигаться. Вон еще один. Здесь купа, кустик. Не провалиться бы эту ямину. Ух ты! Вот она уже, туча рядом. Скоро начнется. Нас по дороге по-любому, наверное, догонит это все. Ну, как говорится, в машине не страшно. Так, немножко брызнуло, немножко намочило. Но я думал, будет хуже. Думал, польет и будет гром и молния громыхать. Громыхает, грохочет вот все вокруг. Ну, почти пол ведерочка уже. Литров 4,5, около 5 уже собрали вон. Проезжаю и вот заметил, краснеет. Он остановился. И вот они гроздья. Вот так вот раз. И там вот висит. Они вроде сверху не видать, а вот так поднимаешь, и вон она, все зрелая, полностью. Не сильно крупная, но нормальная. Так что
Грохот пусть грохочет. Ну, будем делать свое дело потихонечку. Пособираем сколько. Пока не польет конкретно. А может быть и вообще не польет. Брызнуть брызнуло немножко. Подождило и все. А вот куст. Вот там второй куст вижу. И здесь вон тоже кустики. Так что немножко мы еще пособираем. Вон, не надо выбирать. Гроздями хлоп-хлоп. И будем зимой пить вкусняшку. После баньки холодненький морсик с красной смородины. На следующей неделе с красной, с черной смородины. Потом с клюковки. Ах, вкусняшка. Гляньте, какой кустик красивый нашел. Сверху вроде бы ничего не видать, а приподнял. Снизу вон все висит. Так что первый выход у нас вон. Вот, ягоды растут на глазах в ведре. И несмотря на дождичек небольшой, на грохот грозы, дело свое делаем. Дома просохнем, если что. Такая красота. Садовая смородина, хоть и покрупнее, но дикая, намного ароматнее. Вот когда сделаешь морс, просто невозможно оторваться. Начал пить хоть в кружку, хоть литровую, пьешь до конца. Обалденно вкусный морс получается из красной смородины. Вот она, вот она, вот она. Вот она все висит. Красота. Ну, и кустик здоровый, так что мы здесь еще пособираем. Так, дождичек у нас усилился. Раскаты грома все ближе и ближе. И Валентина говорит, уже поехали. Боится грозы. Если честно, я тоже немножко побаиваюсь. Просто оно громыхало как бы вдали где-то. Было не так страшно. Теперь все ближе и ближе. Джесси уже в машине. Валентина в машине. Ну и хватит, наверное, на сегодня. Смородины много. И мы сюда как-нибудь обязательно еще вернемся. Будет время, будет погода. И мы сюда вернемся. Пол ведерочка собрал я. Столько же примерно Вали. Пол ведерка. Ведро 10 литров. Так что, ох ты, ну вот как вот уйти. Как вот уйти от такого. Вот она. Нет, пожалуй, я еще вот это немножко соберу. Вон гроздями висит, вот крупные, зрелые. Красная, белая, смородина уже зрелая. Вот. Невозможно оторваться. Если она есть, ягода, то собирать ее не то чтобы одно удовольствие, но приятно, когда ведро наполняется быстро. Когда, знаешь, пособирал сегодня. И все это будешь всю зиму наслаждаться. Все. Ладно, на сегодня хватит. Ох, громыхает гражданская война.
Так, ну сколько у нас? Где твоя ягода? Ну-ка, для сравнения. Ну, практически столько же. Так что, если соединить, ведерочка будет. На сегодня все. Вот такой короткий ролик. Даром время не теряем. Начали заниматься уже заготовками. Поехали домой. Там у нас еще рыба коптится. Уже 5-й день. На малых оборотах. Опилки чуть поменьше. И тот же дымогенератор. 5-й день. Сегодня. Почему 5-й? Сегодня в 10 часов было 5 суток уже. Как дымит. Не знаю, что у нас получится. Ну, я так думаю, маслом кашу не испортишь. Заодно глянем, что у нас получилось с рыбой после 5 дней копчения. Эх, луга, сенокосные луга. Здесь еще, как мы видим, народ, который держит скотину, еще косит. Как бы еще не сильно заросли. Допустим, там на острове Кедровкады весь дым за ручьем, за мостом давным-давно уже никто не косит. И все луга просто заросли кустами, деревьями. Годами жители села нашего делали эти луга, делали мелиорацию. И теперь совхоз развалился, и все это зарастает. Весь труд наших предков пропадает зря. С каждым годом частники тоже, то одни, то другие, начали уже отказываться от коров. И как только забьют последнюю корову, лет через 10-15 здесь сначала будут кусты, а еще лет через 15-20 здесь будет уже вот такой же лес. А лет через 50-60, я думаю, и не будет и нашей деревни уже, и ничего. А лет через 100 это все здесь зарастет, и ничего не будет напоминать, что здесь когда-то была деревня, жили люди, занимались сельским хозяйством. Вот такая вот печальная участь ждет наше село в ближайшем будущем. Печально, печально. Ну, на данный момент, на 2024 год, село еще живет, луга еще косят, сено заготавливают, жизнь идет. И дай бог, чтобы она, сельская жизнь, продлилась побольше. Вот здесь вот, покажи, здесь, я помню, лет еще 20 назад вот не было вообще кустов, вот этих кустов не было. Дорога была чуть левее, тоже новую дорогу сделали. И начиная отсюда, вот это луг называется Джоля-Ди. Джоля — это название маленький, Ичет-Ди, Джоля-Ди. И вот этот луг, вот слева, как мы видим, река Печора. И вот мы видим уже кусты высотой метров 5, наверное, 6. Этого ничего здесь не было. Здесь не было ни одного кустика. Здесь был ровный луг, ровный берег. И сразу же виднелась река Печора. Река Печора прямо с берега была глубокая. Можно было подъехать спокойно на лодке. Были дамбы, копали фарватер. Сейчас, не знаю, выйдем на луг. Сейчас я вам покажу тоже. Вот этих кустов вообще ничего не было. Вот здесь эти кустики выросли уже чуть позже, как бы еще видно. Как мы видим, вот песок. По всей Печоре уже песок. Все засыпало, все замыло. С берега песок. Вот это здесь вытекает ручей Спорный Ёль. Ручей. И вот с этого ручья как бы еще немного воды есть. Вот, воды есть. Давайте сейчас я покажу немного. Вот.
А дальше, смотрите, это все пересохло. Вот это была полноводная река Печора. Здесь ходили катера. Как мы видим, больше половины здесь уже ни о каком судоходстве речи быть не может. А там вот за песком буквально метров, меньше 100 метров, метров 80, наверное, течет наша Печора. Мелкая, с перекатами, с отмелями, что на обычной лодке уже не проехать, только на Уралочке. Вот такая вот печальная картина у нас с рекой. Берега обрушиваются каждый год, Печора становится шире, Печора становится мельче. Берега зарастают. В общем, с одной стороны вроде бы все печально, все грустно, с другой стороны природа, она такая, какая она есть. И значит, так было Богу угодно. Если так, по крайней мере, река течет, рыба в ней есть, по берегам растут кусты, ягода есть, все хорошо. На сегодня все. День прошел, немножко промокли, но зато занимались полезным делом. Все. Всем пока, друзья. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Кого там смотришь? Птички там, да? Птички там. Птички там. Скоро уже, через месяц. Даже меньше. Через 3 недели уже охота откроется. И мы с тобой, Джесси, обязательно погоняем уточек. Обязательно. Так вот мы и дома. По пути в лесочке еще вон насобирали белых грибов. Вышли они от дождя. Не знаю, что есть вот такие маленькие. Буквально не заморачивались. Просто проехали. И то, что увидели с дороги, то и собрали. Вот такой вот крепышок. Тоже хоть и крупный, все равно. Не знаю, на жареху почистим, если уже хорошо. Нет, так и нет. Так, и вот наша коптильня. У нас идет вторая загрузка уже. И на этот раз у нас дымит дымогенератор уже 5 суток. 10 часов утра было 5 суток. И как мы видим, опилки еще есть. Я так думаю,
До вечера еще у нас подымит. Вот так приспособил нашу бочку. Спрятал трубку, вытащил, вот, вытащил трубку. И через отверстие там идет, получается, дымок. Дымок идет, процесс идет копчения. Кто-то говорит день, кто-то говорит 2. У меня уже оно коптится 5 дней. 6-е сутки пошли. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Я так думаю, маслом кашу не испортишь. Хуже, думаю, не будет. Конденсата не должно быть, потому что, несмотря на то, что дождь идет, температура комнатная, градусов 15, меньше не отпускалась. Так что конденсата дымного быть не должно. Ну все, теперь точно все. Немножко промокли. Идем домой, обедаем, ужинаем. И начнем заниматься домашними делами. В том числе и монтировкой этого ролика. Так что увидимся на канале Коми Рыбак. Не прощаемся. До новых встреч.